открываю холодильник, закрываю холодильник. Ничего там нового не появляется. Хоть главное муку не забыть, как я однажды. А драчона это что? И я, и зрители дадим задание Маше. А когда хозяин ненормальный, то хозяйка 2 раза больше бегает. Мечтала. Но кусать я умею. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы на кухне, и Сережа мне велел испечь шайнишки. Ему очень захотелось попить чаю с шайнишками, давно уже я не пекла. Но мы делаем как бы простые шайнишки на кефире со сметаной. Вот решила испечь. Ну, конечно же, здравствуйте, дорогие друзья. Конечно же, на улице метель такая. Сидим дома практически безвылазно, да. И 2 часа уже у нас темно. 2 часа дня, вы представляете, 2 часа дня, Маша, темно такой. И почему бы захожу на кухню, открываю холодильник, закрываю холодильник, открываю холодильник, закрываю холодильник. Ничего там нового не появляется. Хочется что-то. Маша, испеки, пожалуйста, вот эти шанишки, ляты-шанги. Ляты-шанги у нас в коме называются. Да? Самые простые шанги. Быстро, но, уверяю вас, очень вкусно. Это где-то уже у нас есть, но все равно. Вот сегодня как даже слово-то вечер коротаем не вырывается из-за, ну как бы, вечер-то какой вечер у нас сегодня еще 2 часа всего, а... Уже 3. Ну, уже 3, а темно. Это даже не вечером-то, а вот такой. Потом, знаете, сколько еще длинные вечера еще эти зимние будут. Маша решила испечь. Ну, я, как обычно, не упущу такой момент, не упускаю такой момент, чтобы немножко заснять, как это будут. Кому-то, может, и действительно пригодятся простые вот эти шайнишки. Маша начинает. Ну, Это самые легкие, простые. Самые простые, вот кефир. Для нас, для двоих, пачка кефира достаточно будет, да ведь? Да. Рассказывай немножко, Маша. Добавляю соли. Ну, примерно сколько соли тоже, ну, примерно хотя бы. На глаз, я понимаю, на глаз добавляешь, но все равно скажи примерно. Вот столечко сахара, да? Где-то пол. Но я все беру на глаз. Ну, я не меряю там. Я понимаю на глаз, Примерно. но хотя бы примерно вот ты ложкой же берешь. Вот, например, ложкой, столовую ложку, пол столовой ложки сахара положила, я видел. Потом добавляю соду. Соду где-то чайную ложку даже с горочкой Маша добавила. На двоих это и как раз на горячую руку, ну, чтобы горячее еще шайнишки, вполне достаточно одной пачки кефира. Соду не гасили, потому что кефир Сам уже погасил наш да, соду. там уже все уже начинает пениться это все дело. Потом добавляю яйцо одно, кладу. Сюда упало. Не без этого. Все размешиваю. Да. Вон Такие какая шанги. пена стала. Так, кладу еще сметану. А я не знал, что ты в тесто прям сметану кладешь. Вкуснее будет. Еще вкуснее. Прямо в тесто? Угу. Ты всегда так ложишь? Кладу.
Сметаной, наверное, тесто не испортишь. Ой, не знаю. Ну-ка я поближе поснимаю там. И кладу масло растительное. Ну масло это чтобы мягкенькое было. Шанишки мягенькие были. Да, ложку растительного масла добавляю. Главное муку не забыть, как я однажды. Как это? Пеку, ну, пеку, значит, шанишки и все уже там поставил. И мешаю, смотрю, что-то не хватает. А там муки-то я не поставил в эти шанги. Сейчас покажем, в каком состоянии потом должно быть. Ну, До такого густой состояния сметаны. должно быть это самое. До густоты сметаны, да? Густая, как густая сметана должна получиться. Это тесто. Очень густая сметана. И вот всегда вот, когда Маша начинает ну, печь там вот такие, или пироги, или пирожки, или там пирог какой-нибудь, или вот шанишки такие, даже простейшие, но очень вкусные. Всегда вспоминается детство, всегда почему-то морозный день всегда вспоминается, ты на печке там, в воскресенье там мама печет, в воскресенье мама не работала, она учительница, печет там такие же шанги или картофельные шанги, а у Маши, думаю, там тоже такие воспоминания есть, да ведь? Ну да, бабушка моя пекла разные О, колобки, драчону. а драчона это что? Драчона это на этом масле сверху, что берут. У масла, когда растопится масло, А, ну понятно. и из этого как-то вот пекут тонюсенькие такие, Блинчик. ну типа да, и шемейки, кыцешмысы, гажга, рыжка. Хрустящие, да? Да. Мгм. Вроде бы так называется это. Честно, не ел ни разу. Ты мне как-нибудь делаешь потом тогда. Я не знаю, как это делается. Бабушка нам это Найдем, делала. Вот. мама-то, наверное. Она всегда масло растапливала, вот, и вот что там сверху вот собирается, она это собирала, и из этого вот пекла эти драчона, вроде бы так называется. Такое румяное, коричневого цвета такого, она это Ну, вытаскивает я из печи. примерно понял, но ни разу не пробовал даже. Ну, как-нибудь тогда сделай. Вроде бы, если не ошибаюсь. Спроси у мамы там, может мама... Так называется или не мама-то называется, знает. так я не знаю, но вроде бы, как мне помнится, может и перепутала, может, название. Но вот она вот эти... Она частенько это делала у нас. По кому так и бабушка назвала, драчона, да? Вроде бы мяк тут Ну, значит, это из русского где-то куда-то как-то пришло. Потому что это не коми название же драчона. Вроде бы вот это. Но все равно, мне стало интересно про это. Короче, дадим задание со зрителями вместе. И я, и зрители дадим задание Маше узнать про эту выпечку драчону, чтобы спросила у мамы, может мама это помнит. И сделаем как-нибудь и посмотрим, получится или не получится что-то. Картофельные шанги, эти сочни делала. Картофельные шанги любила делать на этом, тонюсенькие, не на дрожжевом тесте, а На ржаном. да, Ну, у нас называется весни коркая картофеля шанга. картопля шанга. Да. Щит коркая картопля шанга. Вот она частенько вот это делала, вот так. С крупой. Потом были еще булочки, которые на тонюсенькое ржаное тесто. Но у нас называется это
Пироги. Пироги с с крупой, ржаной да. корочкой, да. С крупой и с этими. Ну, Ну, вот, с крупой у тесто. нас есть видео. С крупой. Ну да. Есть. Чего? Есть, там с крупой очень вкусные шанги тогда были. Так, вроде бы. Все, перемешала, да? Можно показать состояние теста, да? Да. Так, напомню, и в тесте-то кефир, яйцо, сода, сахар, масло растительное. Еще, в принципе, нету ничего. И быстренько, пока мы разговаривали, Маша уже замесила тесто. Вот так выглядит. Покажи, пожалуйста. Ой, ты высоко поднимаешь. Вот. Очень-очень густая сметана, если можно сказать. С ложки падает, на ложке не держится. Вот. Теперь, наверное, можно уже и плитку, духовку включить, да? Пускай нагревается, пока ты будешь расставлять все это дело. Тоже где-то... А, Маша поставила на 200 градусов, смотри, да? На 200 градусов? Сейчас будет Маша, ну, уже на противень уже раскладывать. Духовку включили, она быстро согреется пока. А что-то у тебя духовка не включена. Духовку включили, говорю. Выключатель вообще выключен был. Так. Я люблю такие шанги, это самая простая вещь. И очень вкусно получается. Помнишь, там нам писали, даже я не знаю, ты запомнила этот момент или нет, что, ну, это оладушки. Не, это не оладушка, это вот именно шанги, ляты шанги называется. Ляты от слова тесто, ляты. Слово тесто, жидкое тесто, ляты называется. Ну, ляты еще также переводится, это когда печку делаешь, там, раствор этот тоже. Ляты называется по-какому. Так, и быстренько так сюда, на этот противень Маша будет класть такие кружочки, шанишки. Не очень большие такие сделаю. Формы вот именно таких средних размеров у нас нету. Или есть, то слишком маленькие. Формы есть, но... Слишком маленькие, говорю. А средних размеров вот Ну, нету у почему нас. слишком маленькие? Они тоже вкусные получаются. Просто сейчас мы не достали их, эти формы. Формы... Я-то испекаю Вот, там формы. пекут колобки. Вот колобки очень хорошо. У нас бабушка вот на таких этих Ну да, колобки. пекла колобки. Простые колобки, очень вкусные, мягкие. По нашему называется кылдум. Да. Она у нас это часто делала, пекла. Да, сейчас только вспоминаем, потому что сами печь у нас не получается. Все время некогда. Может, на пенсию выйдем, да. Будем пенсионерами. Может, тогда будет время. Не, Или когда дома сидишь, а Или- вот когда работаешь, не, смотри, времени смотри. как-то. Когда появятся внуки, то можно уже побольше Что побольше? этим делом заниматься. Выпечкой да что, да? Да, сейчас и детей нету. Потому что там, И внуков нету. да, сейчас все уехали. Дети уехали, дома вдвоем. На Новый год останемся Внуков тоже еще пока вдвоем. нету. Вот Новый и- год. Новый год, говорю, тоже вдвоем остаемся. Почему? В Новый год я в Дубай поедем с тобой. На Дубая. Хочешь Так, на Дубая? мысленно. Почему мысленно? Челюсть на самолеты полетели. Хотел сказать поехали, но потом подумал, там, Самолет полетел. наверное, поехать не получится. Там надо лететь или плыть, да ведь? Дубай. Дома. Ну что у нас? Вот такая первая партия. Короче, не влезла на противень.
Вот такие шанишки. Ну и потом намажем сметаной. Ну-ка, поближе поснимаю. Просто. Ну, просто сегодня делаем не из... Иногда ведь А, бруснику да, кладем. начинку сюда можно любую. Ну, вот сегодня хотим делать Бруснику, просто из сметаны. чернику. Там просто чернику надавливаешь или бруснику перемешиваешь с мукой или с крахмалом, ну, чтобы не растекалось, чтобы не жидкое получилось. Или взять любое варенье и загустить так, чтобы она не растекалась. И все. И сметанка. Ой, и намазываешь, короче говоря, тоже на эту шанишку. Вот. А в данном случае мы сметаной. Потому что со сметаной тоже очень вкусно получается. Испекаются такие шанишки всегда на большом жару и быстро. Печки тоже, когда только-только угли убрали, и сразу надо быстренько это Не дело дрожжевое сделать. тесто, да, это Да. Это не дрожжевое тесто, как кошмас, сказал муж. дружка-видянка с этой еще. Да, если жара не хватает, она получается, что высыхает. Шанишка будет хрустеть. Но я люблю хрустящие. Ты же сам первый раз, наверное, когда делал, тоже, наверное, сам это... В смысле? Ух ты что? Первый раз. Я профессионал в этом деле. Нет, тоже, ведь, наверное, как сказать, Что у испек меня? сам Что на у меня? видео. Нормально все у меня там. Я специально это делаю. Ну, Маша ложит растительное масло, я растительное масло не ложу. Не кладу, вернее. И что? И получается тесто более такое, не мягкое. Ну, вот надо класть. Но Или масло, если или я люблю маргарин. хрустящие, как раз же и будет для меня. Хрустящее не получится без масла. Я же говорю про растительное масло. Так, это готово. Еще не готова печка. Ну, заметили бы сейчас, так вообще бы еще долго пришлось. Подождем. Ладно, подождем, друзья. Посижу. Посиди, отдохни. Знаете, Маша как бегает с утра. У меня в голове созрел план снять, как Маша целый день бегает. Вот я вкратце расскажу сейчас, пока сидим, да? Не бегаю. Все, наверное, хозяйки бегают Нет, дома. ну смотри, у кого хозяин нормальный-то. Не бегаю, да? А когда хозяин ненормальный, то хозяйка 2 раза больше бегает. Получается это. Вот с утра она встанет, Да, вы мечтали. весело. Немножко расскажу. Ну, я коротко. С утра вот Маша встала, да, она быстро, туда-сюда умылась, и там марафет немножко, и сразу печку растопила. Завтрак мне варить поставила. Ну, не мне только, а себе тоже. Сегодня сначала это чистила на улице Потом снег, после уже печку затопила. Вот, потом снег надо еще почистить. Потом надо меня поднять на подъемнике, одеть, Покормить. покормить. Но кушаешь-то сам. Но кушаю это сам, но завтрак-то твой, готовый уже кушаю потом. И с утра так до вечера. Потом на следующий день дрова занести, воду занести. Снег опять выпадет днем. Надо его расчистить. Домашние дела. Да. И Сергей, Детей нету. и Сергей говорит, шанги хочу кушать. Готово. Можем уже мы отправлять Духовку, первую партию, короче говоря. Первая партия 200 градусов на 10-15 минут, но смотреть надо, чтобы не сгорело, и смотреть надо, чтобы испеклось. И все. Ждем, друзья. Дальше. Ну что, друзья, прошло у нас 15 минут, и сейчас наши шанишки сегодня румяненькие. Они сегодня поднялись так, вот как выглядят. Горячо. Наша горячо.
Ну да. Сейчас быстренько это снимем. И вторую партию, чтобы отправить потом. Маша сразу смазывает маслом, да? Сразу смазываешь? А как сразу делать? Сливочным маслом. Сливочным маслом Маша сразу смазывает. Все Видите, хорошо испеклось. с обоих сторон все как надо. всё 17 чётко. минут, наверное, были. 17, да? Ну, 17 минут, скажем. Аромат стоит дома невероятно вкусный. Ну, после шанежек, конечно, это у всех, наверное, так. И еще вторая партия. Ну, там уже, как партия, там осталось. Тесто просто не поместилось на противень. 2 штучки, наверное, будут еще. Слушай, а может поэкспериментируем, может вместо сметаны положим сверху колбасу натрем на терке, да, солями натрем копченую колбасу. Пицца как будет. Я не знаю, как она будет называться, но может так попробуем. И сыр еще сверху присыплем. Точно. Маша, давай. Попробуем так. 2 штуки. 2 штуки так попробуем. Все. Снизу вот хорошо румяные стали. Все пропеклось, да, что сверху, что снизу. Ох, шанишка такая. Аромат стоит в доме. Ой. А когда... Это мы сейчас в духовке печем. А когда, Маша, наверное, печешь, если в печке печь, то на всю улицу такой аромат будет. Это да. Когда в русской печи В печешь. русской печи хоть и кашу варят, например. У нас бабушка, ваша мама. Угу. Запах весь сюда же идет, что в печке, наверное, кашу еще варят. Или картошку печеную в мундире делают. Тоже запах на углях чувствуется, тоже запах идет, тоже так же чувствуется. По всей деревне потом. Или там улице. мясо, если варят в печи. Это все, весь этот запах, это все Да. выходит. Вкусные. Шанги-то когда пекут, по улице идешь и чувствуешь, ой, где-то пекут, где-то пекут. Да, так. Зимой это особо еще. Запах такой. Ну вот, мягкие такие. Ну. Очень, очень красиво, очень вкусно все. И сейчас еще там остатки теста у нас, и быстренько на 2 штучки, по-моему. Это посередке я уже буду класть. Процесс тот же самый, тут ничего не нового. Тесто и... как ничего нового. Это сделаем с этим. Сделаем, нет. Да, Как я сказал, попробуем. эксперимент такой маленький. Мгм. Посмотрим, что из этого получится. Ушtin çornyelim kodinyaniyesi sertmesine. Yani ушtin çornyelim любите. Taşım Nokia şengete vıçın da. Ciksişen lova. Neyse loktan da veksişen Nokia şenge пожалуйста. Я переведу сейчас, Маша сказала, да, это. Говорит, это тетя со стороны брата, да, ведь? Мама. Маму. Да, у моего брата это у нас чожение называется, да ведь? Да. Вот. И говорит, что шанги получились сегодня такие, как она, вот этот Устинья, тетка Устинья, говорит, пекла. Да. Ну, Маша сказала по коме, я просто перевел, чтобы не писать уже в титрах. Да, она всегда пекла вот такие шанишки. Виду шаник. Да, шанишки. Виду шаник, говорит, вот такой. Потому что всегда же шанги получаются чуток по-разному. Всегда. Ну вот сегодня похоже вот. А сегодня, говорит, вот, да.
Я, правда, не видел. Так, Так, дальше режем мы. Не режем, а через терку пропускаем, значит. через терку хотели, да, через терку этот. Салями-то, колбаску. Используем простую колбасу. Написано там салями какой-то. По-венски. Ну, копченая колбаса. Но для нас что это? Салями, что не салями, что колбаса. Вот так. Немножко натираем. Это, что это получается? Это получается очень вкусная вещь. Это муж Натирай. так посоветовал. Натирай, натирай. Муж так посоветовал. А мне почему-то так захотелось это вот так. Может, соломкой надо было? Нет. А ты соломкой же и делаешь. Нет. Не, натирать надо через терку. Через терку натирай. Вот. Эксперимент. Эксперимент попробуем и потом скажем. Что ты на меня так смотришь? Я плохого не посоветую. Ой. Я вот уже чувствую, как Будет будет вкусно. Да. Я так укушу эту шаньгу с колбасой да с сыром. Вообще будет вещь. Если не получится, значит ты виновата. Если получится, то я хороший человек. Советчик такой Хороший был, советчик. хороший. Не. Сейчас сыр еще. Туда же. Сыр, наверное, не надо тоже много давить. Он же потом плавится, а потом это. Вот и по всему и будет. По шанишке. Сверху полностью растопится. Ну, так, посмотрим. Если что надо, придется еще, может. Да, долго и там нарезать еще. Ну, это кладем колбасу. Равномерно, осторожно кладем нашу колбасу. Наверное, надо было сделать на один, да, на одну, побольше, большую, да. Ничего. Что-то мы не подумали. Почему? Так все равно лучше будет. Или как раз Да. по штуке на брата. Штука. По штуке на брата. Да, да. Во всяком случае, уже Так вот лучше. хорошо расположилась. Так лучше, наверное. Так. Вот такой эксперимент у нас. Попробуем. Если получится и будет вкусно, то можно в следующий раз, когда шаньгу будешь печь, тоже так попробовать. Вот я что и боюсь, может сыра немного надо или надо. Почему? Сыр-то ведь ничего не испортит. Но он будет плавиться и потом испечется, нет, наша шанишка. Да. Как это тебе в голову пришло, Маша? Это Я не не мне, понимаю. это тебе самому. Ты мне тоже предложил сразу, как начали. Я не понимаю, как это тебе в голову пришло такую ерунду сделать? Еще пицца? Не пицца. Еще что? Все, эксперимент будет отличный, это вкусно будет. Так, это готово. Сейчас отправляем в духовку. Тоже на 15 минут. Ну, смотреть будем, не знаю. Это также. Чтоб сыр-то зарумянился, конечно. Ну что, все? Будем ждать. Да. Ну что, вытаскиваем и наши экспериментальные шанги, как они выглядят. Тоже, друзья, все замечательное. Вкус, цвет колбасок так приятный. Вытаскивай, пока не сгорели. Хоп. О. И хоп.
аромат стоит дома невероятно вкусный. Вот такие шанги. Вот так выглядят на тарелочке. И мне очень хочется попробовать вот с сыром и колбасой. Я для себя тоже намажу маслом. Ну не смазывай с маслом. Я без колбасу с маслом не буду. Ну что, приступаем потом к чаепитию и пробуем наш экспериментальный. В основном, ну, эти шанги-то шанги и есть, а что? Вот этот мне очень хочется с колбасой да с сыром попробовать. Вот. Буду пробовать с Машиных рук, с хозяйкиных рук. Ну что, наливаю чай? Наливай, а я пока выключусь и приготовлюсь к чаепитию. Ну, мы сели чай пить. Да, чай налили, так сказать. И что самое главное, я же говорю, я хочу попробовать вот этот шанги с этим, с колбасой и сыром. Да и укушу я с твоих рук, потому что у меня рука не поднимается, друзья. Но кусать я умею. Ну, на вкус Нормально? мягкие. Шанги, да, шанги мягкие, но сыр, колбаса и хлебушек, пицца. Короче говоря, пицца. Ну, Пицца получилась, мини-пицца, да, с сыром. Вот тебе и, да. Но вкусно. А ты вот сама попробуй. я лучше мягкие шанишки попробую. Не Маша понравится эта пицца-то маленькая. Уверен, это Катерине понравится. Мгм. Да. Ну что, всегда надо экспериментировать. Понравится, не понравится. Начинку сюда можно любую класть. Очень вкусные вот такие шанги получаются с брусникой. И с черникой. Очень вкусно получается. С лишней, правда, не делали. Да, шанги очень мягкие и вкусные. Да еще укушу вот это. Ой, мне понравилось, друзья. Может кто-то удивится, что я вот так ем. Ну, потому что быть есть так. Руки слабенько не поднимаются. Надо много-много шанежек съесть, чтобы поднялись. Живот вырастет. Живот, да. Вот на живот и буду руки класть, чтобы доставать. Такой нежный вкус. Сливочный сыр и нежный вкус получается. Очень вкусно, друзья. Ну, конечно. Сейчас еще Давно не пекли. почему печь-то довольно-таки много печешь ты. Не, Просто редко. иногда не снимаю это. Вот. Вкусно получилось, друзья. Наш эксперимент, говорю, удался. Вкусно, да. Можно еще что-то туда добавить, что там пиццу ложат. И нормально даже будет. Вон Маша еще по комнате сказала, говорит, вкус у шанги, вкус удался. Да. Всегда это, когда печем дома, это всегда сюрприз. То там жар не угадали, то чуть-чуть еще соли не угадали, еще что-то не угадали. А вот сейчас в этот раз очень даже четко. Делайте, вот смотрите на видео, что там ложили. Рецепт вообще простой. Вообще простой. Все в одну миску. А вот эта начинка вообще супер, мне понравилась. Колбаса такая натертая и очень нежная. Ну, не кусочки, а вот натертая колбаса понравилась. Все, друзья, заканчиваю этот фильм и говорим с Машей до свидания. И всех всегда ждем на нашем канале, на нашей кухне. Будут выезды на улицу, на нашем дворе, в нашей деревне. А на этом мы заканчиваем. И говорю до свидания. Всем пока.
Всем пока. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.